Всем мира, друзья! В последнем выпуске о Казанском ханстве мы остановились на том, что последний хан династии Мухаммад Эмин умер в 1518 году, а его брат годом ранее. По факту джучидская династия ветви Улуг Мухаммада прервалась, и Казанскому ханству требовалось срочное решение вопроса престола наследия. В Казани образовалось временное правительство, которое в силу союзного договора с Россией обратилось к московскому правительству для переговоров о кандидате на Казанский престол, которого могло бы признать правительство союзного государства. В Москву был отправлен посол Кул-Дервиш с извещением, что Божья воля свершилась, Мухаммада Эмина, царя Казанского, в живых не стало, и с просьбой высказаться относительно кандидата. У русского правительства вопрос уже был решен, и кандидатура была готова. Кандидатура царевича Сахиб-Гирея, поддержанная крымским правительством, была отклонена, так как русское правительство боялось усиления Крыма посредством соединения двух ханств под управлением братьев из одного рода. Московское правительство скрывало свои замыслы от крымского хана и продолжало вести с ним дружественные переговоры, но выдвинуло кандидатуру совершенно другого типа, имя которого сохранялось в тайне до смерти Мухаммада Эмина. Это решение было готово заранее, и это видно из того, что казанское правительство получило ответ на свое предложение немедленно, и всего через неделю по приезду в Москву Кул-Дервиша в Казань было отправлено русское посольство с готовым предложением. Москвою была выдвинута кандидатура касымовского царевича Шаха Али. Шах Али был сыном касымовского удельного царевича шейха Аулиара, приходившегося племянником сарайскому хану Ахмеду, в царствовании которого Иван III провозгласил свою независимость. Род его происходил от хана Тимура Кутлу, который был в свое время в непримиримой борьбе с Тохтамышем, родоначальником только что угасшей Казанской династии. Сыновья хана Ахмеда были последними ханами, царствовавшими в Сарае. В 1502 году Сарай пал под ударами крымского хана Менгли-Гирея. Сыновья и племянники хана Ахмеда бежали в Россию и по обыкновению получили себе в управление волости и города. В 1502 году царевич шейх Ауляр владел Суржиком, московской волостью по верхнему течению реки Истры к северу от Звенигорода, и участвовал в литовском походе. Еще в Сарае шейх Ауляр женился на княжне Шаи Салтан, дочери князя Ибрагима Ногайского. В 1505 году у них родился сын Шах Али. Около 1512 года по смерти касымовского владетельного царевича Джаная шейх Ауляр был назначен владетелем, государем Касымовского царства. В 1516 году у него родился сын Джан Али. В том же году шейх Ауляр скончался, и касымовский удел перешел его сыну Шаху Али. Когда умер отец, царевичу было всего 11 лет. В 1516 году крымское правительство протестовало против назначения Шаха Али владетельным царевичем Касымовским и ходатайствовало о предоставлении касымовского удела царевичу Сахибу, но русское правительство не удовлетворило ходатайство. Теперь, через 3 года, Москва также решительно отклонила кандидатуру Сахиба на Казанский престол и выдвинула на это место Шаха Али. Шах Али родился в России и, разумеется, не мог быть врагом московского княжества на Казанском престоле. К тому же его юный возраст, мальчику было всего 13 лет, гарантировал русскому правительству контроль и опеку над ним, и все это делало для Москвы кандидатуру Шаха Али незаменимой. По отношению к Крымскому ханству выбор Москвы был однозначным вызовом. Со смертью Ивана III дружественные отношения между крымским и русским правительствами пошатнулись, а после смерти хана Менгли-Гирея в 1515 году союз России и Крыма распался вовсе. Василий III возобновил на бумаге союз с преемником Менгли-Гиреем, ханом Мухаммад-Гиреем, и крымское войско, добросовестно исполнившее договор, вторглось в Польшу и дошло до самого Кракова, одерживая блистательные победы. Однако русское правительство и не думало исполнять союзный договор, и, напротив, именно в этот момент оно выдвинуло враждебную для Крыма кандидатуру на Казанский престол. Казанцы приняли кандидатуру Шаха Али, предложенную русским правительством. И в феврале 1519 года в Москву было отправлено новое посольство для извещения об этом великого князя для заключения договоров. В состав посольства входили Абу-Бази, Карача-князь Булат-Ширин, земский князь Шах Юсуф и старый опытный дипломат Бакши-Базек.
Провозглашение Шаха Али ханом Казанским состоялось в Москве 1 марта. Крымское правительство, находившееся в то время в Москве, заявило протест против избрания на Казанский престол лица из враждебной Гиреем династии, так как Василий III всего за несколько дней перед этим подписал союзный договор с крымским правительством и принес присягу в том, что он будет дружить его друзьям и враждовать неприятелям. На заявление крымских послов русское правительство дало ответ, что оно предполагало предоставить Казанский престол одному из крымских царевичей. Но казанцы сами избрали на престол Шаха Али, и Москва согласилась на эту кандидатуру во избежание еще более нежелательного избрания, например, какого-либо из астраханских царевичей, непримиримых врагов крымской династии. При вступлении Шаха Али на престол были заключены следующие договоры с русским правительством. Первые о взаимном именовании обоих государей в официальных бумагах братьями. Второе, Шах Али дал расписку, запись на себя в том, что он будет охранять интересы русских в Казани и до конца жизни не нарушит этого договора. Третье, члены казанского правительства дали от себя также расписку в том, что они будут охранять интересы русских в Казани. Ни они, ни дети их не нарушат договоров и не выберут на престол нового хана без согласия русского правительства. Все договоры были скреплены присягой, причем казанские послы принесли дважды присягу от себя лично и от своего государства. По выполнении этих формальностей 8 марта Шах Али выехал из Москвы в сопровождении казанских и русских послов. В апреле месяце состоялась в присутствии русских послов церемония возведения Шаха Али на престол, причем казанцы дали присягу верности как хану, так и союзу с Россией, что им неотступным быть от государя великого князя и от живота своего. В правлении Шаха Али в 1519-21 годах основным обстоятельством как с его стороны, так и со стороны казанского правительства было охранение интересов российских подданных, проживавших в Казани. Отдельным обязательством со стороны казанского правительства, по сути именно оно управляло государством, учитывая юный возраст Шаха Али и в силу его незнания местной политической обстановки, был отказ от права самостоятельно выбирать себе хана. В Казани Шах Али был непопулярен. Русское засилье при дворе малолетнего хана достигло крайних пределов. Реально власть принадлежала той промосковски ориентированной группировке знати, которая и просила Василия III дать им царя. Безусловно, их политика не могла быть антирусской, и, по всей видимости, зачастую они предпочитали выгоды московского великого князя местным, чем и возбудили в дальнейшем недовольствование против себя. Есть и такое мнение, что в сущности государством управлял русский посол Федор Андреевич Карпов, который считал необходимым вмешиваться во все дела. В Казани стоял русский военный отряд, введенный под предлогом обезопасить русских от возможности повторения резни 1505 года. Кроме промосковски ориентированных феодалов, в Казани была и крымская группировка, недовольная российским присутствием. По данным казанского летописца, эти крымские князья увещевали Шаха Али порвать вассальные связи с Москвой, получить самостоятельность. Недовольство против русских и против хана назревало в течение 2 лет. Во главе недовольных стоял Аглан Сиди. Оппозиция нашла себе естественную поддержку в крымском правительстве. В Бахчисарай было отправлено тайное посольство для того, чтобы заключить союз с крымским правительством и пригласить на престол царевича Сахиба. Переговоры привели к желаемым результатам. Весной 1521 года в Казань был отправлен крымский отряд в 300 человек вместе с претендентом Сахиб-Гиреем. Переворот был подготовлен совершенно неожиданно для русского посла Карпова и воеводы Поджогина. При появлении крымского войска правительство растерялось и не успело оказать никакого сопротивления. Царевич Сахиб-Гирей беспрепятственно вступил в Казань. Немедленно начался погром, русские лавки были разбиты, дома касымовских выходцев и русских купцов были разграблены, все русские арестованы. По сообщению казанского летописца, в резне погибло 5000 касымовских татар ханской гвардии и 1000 русских солдат из отряда Поджогина. Шах Али вместе с уцелевшими остатками ханской гвардии, будто бы в числе 300 человек, удалось бежать из Казани в Россию. Благополучно достигнув Москвы, он был принят Василием III. Русское правительство назначило его местом жительства в Москву,
так как в Касымове удельным государем был уже его брат, царевич Джан-Али. Так закончился второй период истории Казанского ханства. Русское засилье завершилось катастрофой, и с этого времени начинается новая эпоха, характеризуемая борьбой между Москвой и Казанью. Во втором периоде мы увидели русский протекторат над Казанским ханством и упадок национального чувства среди казанцев. Теперь же внутри ханства происходит рост национального самосознания, поднимается волна протеста против иноземного гнета, организуется и не только пассивная, но и активная оборона страны. Казанский народ делает усилия освободиться от московского протектората и входит в тесный союз с мусульманскими государствами, но об этом мы узнаем в будущих выпусках «Татар сквозь время». Друзья, обязательно напишите в комментариях о том, как можно охарактеризовать период московского протектората над Казанским ханством со знаком плюс или со знаком минус и почему. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и изучайте свою историю. С вами был Ринат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сау балагас. И до новых встреч. Пока.